вам загадаю загадку. Меня пьют, меня льют, всем нужна я. Кто я такая? Вода. Кто такая? Вода. Вода. Конечно, вода. Сегодня, то есть мы с вами будем говорить о воде. Посмотрите все, что это такое? Что это такое? Глобус — наш макет Земли. Ой, молодец, правильно, это глобус, макет нашей Земли. А скажите, на что же он похож? На шар, правильно. Земля — это огромный шар, который вращается вокруг чего? Солнце. Правильно, вокруг Солнца. Посмотрите, какой он разноцветный, да? Какие краски здесь красивые. Желтые — это пустыня. Коричневые — это что? Горы. Горы, правильно. А что белая краска? Что это такое? Ледники. Ледники, правильно. А зеленая краска? Жибека, зеленая краска. Равнина. Равнины, там, где много-много травы и растений, правильно. А какого же цвета на глобусе больше, ребята? Голубого. Пожалуйста. Синего. Ты как думаешь? Синего. Ты как... Голубого. Ну, можно сказать, да, есть вот здесь и голубой, и, да, и голубой, и синий. А что же обозначает голубой и синий цвет? Это вода. Правильно, посмотрите, посмотрите, ребята, сколько много воды. Так, а где можно на земле встретить воду? В водяном ключе. В водяном ключе, молодец. Так, В море. в море, в океане, Водопаде. в водопаде. В ручейке. Ну, говорите. В ручейке, все правильно. В океане. В океане уже сказали. Озера. В озере, правильно, в озерах. В болоте. В болоте тоже вода есть, конечно. Конечно, вот они вам подсказки, ребята. А посмотрите, а это что? Дождь и дождь. Это дождь идет. А дождь это что? Вода. Вода. А вот здесь на этой картинке Снег. снег, правильно. Замороженная вода. Совершенно верно. Снег это замороженная вода. На нашей планете действительно очень много воды, поэтому нашу планету как называют? Голубой цвет. Голубая планета. Да, вот она, голубая наша красивая планета. А как называется вода, которая в реке? Речная. Речная, молодец. А которая в озере? Озера. Озерная. А которая в водопаде? Падающая вода, совершенно верно. А вот это что? Ледники. А как называется вода? Замороженная вода. Правильно, ледник это замороженная вода. А когда она тает, какая она? Ледниковая. Правильно, совершенно верно, ледниковая. А вот Тима нам сказал, что еще вода вот в этом. Что это такое? Да, а как же тогда вода называется? Ой, молодец, Дима, ты умница, молодчина. Да, конечно, вы сколько много вы знаете. Молодцы. Так, а вот теперь скажите, какая вода бывает в природе? Чистая. Чистая, грязная. Так, а давайте выпьем. Соленая. А соленая где? Соленая где? А? В море, правильно. Вода в природе бывает, конечно же, разная. Вот мы сейчас послушаем Дарью, она нам расскажет стихотворение, что такое вода. Вода это то, что всем жизнь Нам дает. громко. Что? Что силы бодрости нам не дает. Хрустально чиста и очень ясна. В любом состоянии полезна она. Кто знает, откуда пьется вода, быть может из снега, быть может и льда, а может С подземных. с подземных ключей она бьет. И всем она
И цветение. Тень дает. Молодец, умница. А вот для чего нужна вода? Людям, растениям, насекомым. Для чего нужна вода? Чтобы пить. Чтобы пить, Руки мыть. чтобы стирать, руки мыть, умываться. Чтобы быть голову. Да, моя сладкая, да, конечно, голову мыть. Купаться. А вот в нашей группе есть вода? А где? Так, нет, руку, пожалуйста. Где вода? В умывальной комнате. Да? А где наша умывальная комната? Покажи нам. Нет, ну ты встань, покажи нам, пожалуйста. Пожалуйста. Давайте же мыться, плюстаться, купаться, нырять, кувыркаться, в ушате, корыне, лохане, В реке. в руке, в ручке, в океане. И в бане всегда и везде вечная слава воде. Молодец, умница. Не мытый домой, я водой восьмой ключевой. Я почищу с песочком, обмочила с кипяточком, и вы будете опять словно солнышко сиять. Молодцы, рассказали все, и стишок рассказали. А сейчас мы с вами немножечко отдохнем. Тихонечко взяли свои кораблики, подойдите к тазикам. И сегодня мы с вами познакомимся с некоторыми свойствами воды. Так, скажите, пожалуйста, одно свойство вы знаете. Что такое вода? Жидкость. Вода, правильно, вода – это жидкость. И вот, а вот сейчас мы с вами и поговорим, какая же вода. Так, возьмите, пожалуйста, стаканчик с водой, подвиньте его себе ближе, аккуратно берите, сильно не тяните. Возьмите ее и понюхайте воду. Понюхайте. Да? Ой, Аман нас всех спутал, наверное, а вообще-то я не знаю. А чем пахнет? Ничем не пахнет. А у тебя пахнет вода? Не пахнет? А у тебя пахнет вода? Не пахнет? Не знаю, не знаю. Так, а теперь водичку отодвиньте. И возьмите стаканчик с соком и понюхайте. Пахнет? А вот чем пахнет? Яблоками. Можно я понюхаю? Можно? Очень пахнет. Чем пахнет у тебя? Яблоком. А вот я хочу спросить, а у тебя чем пахнет сок? Яблоко. Тоже яблоком? Ну-ка, можно я понюхаю твой сок? Ну-ка, можно я понюхаю? Ну-ка. Ой, как вкусно пахнет. Посмотри, одинаковый сок? Нет. Нет. Темный и Да. светлый. Ну-ка, еще раз понюхай, как вкусно пахнет твой сок. Чем? Яблоками. Ну, теперь все кажется, что яблоками. Так, а у нас еще у кого такой сок? Так, ну, у тебя яблоками, а у тебя чем пахнет? Яблоком, а у тебя? Тоже яблоком. Значит, мы делаем вывод, что вода не имеет запаха, да? Да. Вода не пахнет. И ставим вот такой символ. Смотрите. Нос, нюхаем. И вот вода что? Не пахнет. Совершенно верно. Я его вот сюда ставлю. Вода без запаха. Мы потом символы ставим. Да. Так, а теперь возьмите воду. Возьмите соломинку. И попробуйте.
попробуйте воду все. Попробуйте все воду. Соломинка вот здесь, ее можно согнуть. Согните, чтобы вам было удобно. Попробуйте водичку. Попробуйте. Так, ну ты неправильно. На, я тебе вот эту подарю. Так. Так. Ой. Попробовали воду? Ой. Так. Вода на вкус какая? На вкус вода какая? Обычная. Сладкая? Обычная. Соленая? Обычная это какая? Это простая. Простая вода. Вкуса у нее что? Нет. Нет, конечно. А вот сок попробуйте. Сок попробуйте. Попробуйте, попробуйте. Двигайте себе ближе. Вкусно. Вкусный сок? А какой сок? Яблочный. Нет, ну правильно яблочный. А еще какой? Сладкий. Сладкий? Вкусный. Вкусный? Яблочный. А? Яблоко. Яблочный, все ясно. Сладкий, вкусный, а еще какой? Тише. Кислый, у тебя кислый? Ой, так вот, ребята, смотрите. Сок со вкусом, а вода без вкуса. Значит, мы делаем вывод, что вода не имеет вкуса. И ставим вот такой. Вы же пробовали воду? Да. И ставим вот такой символ. Вода без вкуса. Возьмите вот так на серединку стаканчик с молоком и опустите туда своих рыбок. Златочка, поставь на серединку, чтобы и девочка опустила. Так, опускайте, опускайте. Так, не тонет, а ты его помоги ей. Помогите. Все, молодцы. Так, а теперь скажите, что, не тонет? Поможем ей? О, утонула. Ребята, так, ребята, вы видите рыбку? Да? Не видите рыбку? А я тоже вижу. Вот смотрите, я опускаю рыбку. Раз. И я тоже не вижу свою рыбку. А теперь возьмите стаканчик с водой и отпустите в воду рыбку, другую, которая лежит у вас. Вот. Так, опустилась у вас рыбка? Вы ее видите? А почему вы ее видите? Потому что вода прозрачная. Конечно, вода прозрачная. Значит, мы делаем вывод, что вода какая? Прозрачная. Вот я ставлю символ вот этот. Видите рыбку здесь? Да. Здесь тоже в стаканчике рыбка. Значит, вода прозрачная. Совершенно верно. Я буду вот из этой бутылки наливать воду вот в эти сосуды. Это, ребята, графин. Я наливаю сюда воду. Она растеклась? Нет. Это ваза. Я сюда воду наливаю. Вот она вода. Я сюда в вазу наливаю воду. Она растеклась? Нет. Нет. А вот это что? Какой? Стакан. Чашка. Чашка. Да, это чашка. Я сюда наливаю воду. Смотрите. Вот она вода налила. А еще я хочу налить воду вот сюда. Во что я сейчас буду наливать воду? В бутылочку. Что, это большая бутылка? Да. Вот это большая бутылка? Маленькая. Так, вот смотрите, я наливаю воду сюда в бутылочку. Наливаю, наливаю, ой. Она наполняется, наполняется, наполняется. Ой, налила. А еще, ребята, посмотрите, что это у меня? Перчатка. Можно я сюда воду налью? Мы сейчас посмотрим, что же будет. Вот она, перчатка. Мы сюда наливаем воду, воду. О! Как шарик. Да. Так, ребята, вы сказали, что воду нельзя поставить,
потому что она жидкость, да? Да. Но воду можно налить в любую, что? Посуду. И даже в перчатку, смотрите. И вода, ребята, принимает форму того сосуда, в котором мы ее налили. Вода приняла форму графина. Здесь вода приняла форму вазы, правильно. Здесь вода форму какую приняла? Форму чашки. Здесь форму бутылки. А здесь форму перчатки. Ребята, а как вы думаете, я сейчас вот поставлю вот эту, что случится? Разольется? Совершенно верно. Так вот, ребята, еще одно свойство воды, что вода форму не имеет, но может принимать любую форму, в которую ее наливают. Да. Вода принимает форму любого сосуда. Да. И даже перчатки мы с вами. Вот это 4-й символ. А познакомились со свойствами воды. Первое свойство какое? Кто помнит? Вода без... Еще. Молодец, громко скажи. Вода без запаха. Так, это... Вода без вкусности. Правильно. Без вкусностей, конечно. Вода без вкуса. Это... Вода прозрачная. Правильно, вода прозрачная. А это какой символ? Вода принимает форму любого сосуда. Ребята, вот представьте себе, что вода пропала. Что будет с нашей голубой планетой? Вся природа умрет. Молодец, Сара. Конечно, погибнет, вся природа погибнет, а человек тоже относится к чему? В воде. К природе. Так, так вот, ребята, что же нужно делать, чтобы сохранить воду? Или что нужно делать? Надо ее Что? беречь. Надо ее беречь. Беречь. А что еще нужно сделать? Надо беречь воду. Ну, правильно, надо беречь воду, кран закрывать. А вот как кран открывать, чтобы она брызгалась по земле? Нет. Что нам надо? Да, чтобы вода текла потихоньку, помыли руки и кран закрыли. Правильно, ребята, воду надо беречь. Если стеречь, иначе закончится может вода, и жизнь на планете затихнет тогда. Правильно. Молодец, садись. Вы молодцы. Хорошо, подняли ручку, сказали молодец. Понравилось вам занятие? Да. Хорошо, спасибо.